сигналы, и мозги моментально реагируют. Мозг может... Вот сейчас я киночтением занимаюсь, да? Что такое киночтение? Оказывается, как мы думали, да? Как мы традиционно думаем? Человек максимально читает со скоростью 200-250 слов в минуту, да? Оказывается, мозг может читать со средней скоростью 50 тысяч слов. И это опять же наука доказана. Это нейрофизиология. Есть методики уже, которые позволяют вот, одну книжку за полчаса, вот, большую монографию можно прочитать. Вот какие удивительные способности у мозга. Потому что мозг это совсем недавняя структура, которая недавно образовалась. Но это божественная структура. Кто-то все-таки там вмешался, до сих пор споры есть, как ДНК. Молекула ДНК никак не могла образоваться случайно, естественно. Сейчас очень много подходов в науке. Наука, кстати говоря, сейчас уже с эзотерикой. Вот. Вера Сафроновна, согласитесь? В часть философских подходов очень много стало. То есть какой-то элемент чуда все равно есть. Только рационально. Не элемент все, даже, наверное, чуда. Просто рационально все объяснить невозможно. Вот. Да. Вот. А вот мы сейчас именно в век, вступили в этот век, когда рациональность именно вот с чудом начинает дружить. И мы это чудо должны использовать каждый, хотя бы по чуть-чуть. А потом это войдет в привычку, мы это будем чудо нарастать, и мы будем жить в чудесном мире. У меня все. А вот про иммунитет говорят, что нет таблетки, чтобы усилить иммунитет. Но с чем родился человек, папа, мама дали иммунную систему, и с этим не живешь. Она только хуже может стать. А как ее улучшить? Нет, это немножко неправильно. Вот так, иммунитет это всего лишь орган на самом деле. Это не энергия. Вот субстрат энергии, где содержится жизненно, это правильный вопрос, насчет энергии, потому что как традиционная китайская медицина подходит, да, это самая древняя, которая произошла от тибетской, ну понятно, 5000 лет, там есть понятие ци, или прана у индусов, или, ну, вот эти понятия, да, вот этот эфир. То есть человек рождается с определенным количеством жизненной энергии, и она, это как залить бензин в бак автомобиля, да, и, к сожалению, эту жизненную энергию мы нарастить не можем, она только уходит. В этом смысле, да. Мы только можем замедлить расход своей жизненной энергии. Понятно? Соответственно, не тратиться на вот эти, живем, что попало, ругаемся там, да, обижаемся, живем с чувством вины, мозг вообще на бекреде, он куда-то уходит не на то, что надо. Абсолютно, да? А если мы от этого всего освободимся, мозг управляет жизненной энергией на самом деле. Вот главный компьютер, центральный управляющий, центр управления. Как у нас устроен мозг, так и будем тратить энергию. Не, ну считается, мозг берет энергию, в общем-то, от Вселенной, а вот про иммунную систему говорят, что... Вот иммунная система это орган. Ну, это такой же орган, как глаз, как кишечник. Просто мы ее не видим. Но аптечные иммуномодуляторы, они нам иммунную систему не прибавляют. А вот эти вот продукт, вот этот ваш, он как прибавляет иммунную систему? Ее усиливаешь? Дает туда вклад? Как можно усилить иммунитет, если иммунитет среагирует только тогда, когда мы очистим кишечник, восстановим микрофлоу, нет такой таблетки. Это комплексный подход к иммунитету. В аптеке такой таблетки нет, я сказала. А вот тут она есть? А вот фиолетовый. В этом продукте. К продукту В этом продукте есть? Вера Сафроновна, мы живем в век интернета, поэтому я обычно про продукты уже перестал рассказывать. Слишком много написано в интернете, там прямо все разложено по компонентам, и там и отзывы, и клинические исследования, все есть в интернете. Я просто не хочу тратить свое время на то, что есть в интернете. Я даю то, что нету в интернете, без обид. Я думаю, более ценно вам то, что нету в интернете. Все, что можно накопать в интернете, пожалуйста, смотрите. Ну, в интернет такая попойка, что там надо фильтровать в интернете все, что почитаешь. Я говорю, что в аптеке говорят официально, что никакой таблетки для иммунной системы в аптеке нет. А зачем вам аптека? Вы изучаете нашу Вот я и говорю, в аптеке нет, а вот тут есть. Так смотрите интернет. Я не буду объяснять. У вас есть для этого мозги, тем более вы доктор наук. Я думаю, что это без проблем вы выясните. Так. Ну ладно. Наверное, теперь мы результаты расскажем. Для новеньких это будет очень хорошо. Кто расскажет результаты. Давайте. Девочки, выходим, рассказываем результаты по применению. Расскажу что-то. Давай. По поводу, вот Вера Сафроновна спрашивала. Да.
Я применял негласно этот препарат, утренние капсулы у онкологических больных. До сих пор продолжаю применять, в частности, при заболеваниях крови злокачественной. И последняя стадия онкологии, которая связана с анемией. Злокачественной анемией, которые требуют многократных переливаний крови. И операции гемотрансфузии компонентов крови, когда человек выписывается из больницы, причем люди в возрасте. Человек выписывается из больницы, у него и интервалы от красной крови держатся буквально месяц, потом 3 недели, потом 2, хуже. Ну, это угасание уже в последней стадии. Человеку осталось жить там месяц нужно. Ну, у меня был шок, честно говоря. Почему я поверил в продукт? Потому что утренние таблетки только назначались. И при этом, когда у человека даже красная кровь даже неделю не держалась, уже требовалось переливание крови, с первого же месяца применения ремиссия уже была месяц, потом 2 месяца. И когда человеку давали месяц, и он прожил полгода, ну если даже он после этого, причем достаточно комфортном состоянии, с высоким качеством жизни, я считаю, что это достижение. Просто все в шоке были. Естественно, это все подтверждает анализы, это подтверждает самочувствие пациента, ну и продолжительность жизни. Это один случай был, еще будет, да? Просто я, если начну рассказывать, меня с работы выгонят. Ну, все понятно. Поэтому этих случаев достаточно. Поверьте. Ну, онкология, она этим не вылечивается, просто качество жизни и ремиссия какая-то, правильно? А я считаю, что это фактическое лечение, если мы продлили человеку в 6 раз жизнь. 6 раз. Ему дали месяц, он прожил полгода. И этих случаев было 3. Не это ли чудо? Это нам кажется, что мы вечно будем жить. А когда человеку остается мало, и он знает свой диагноз, и он проживает остаток жизни вкусно. Про сахарный диабет я вообще молчу. Намного больше случаев. А вот было видео, извините, с ревматическим артритом, там одна женщина. Я ревматическим артритом не занимался. Ну, а вот они не занимались, да? Аутоиммунные диабеты были несколько. Да, они снялись уже с гормоном полностью. Но для этого понадобился год минимум. И вера. И еще, знаете, да, вот меня вот, на фоне того, что я сказал, конечно, глупо дополнять в таком виде, да, что вот люди пишут отзывы, да, вот у меня панкреатита, там какие-то заболевания, прочее, да? Я там перестала, чуть не анорексия была, да, а потом я начала пить капсулу, да, и я сейчас все жру. И даже вредную еду, вот сейчас за фастфудом пошла. А что за подход, а? Это ужас. Ну, вот настолько, я считаю, этот человек глупый. Таким людям вообще не надо предлагать даже. Потом у них осложнения будут двойные и будут капсулы виноваты. Это не капсулы, если вы пьете клеточное питание, это означает, что вы меняете весь свой образ жизни. Как там было так? Перед тем, как лечить больного, доктор спрашивает больного, да? Ты готов отказаться от всего того, что тебя привело к этой болезни? Нет. До свидания. А мы ищем таблетку, не меняя ничего в своей жизни. А есть такой момент, те люди, которые вот вступают на эту дорогу, у них должен быть элемент веры, они должны верить. Не элемент веры, должна быть вера. Вера. Ну, вера. Вера в себя. Нет, вера в этот продукт. А если веры нет, то может бесполезно, да? Да. Бесполезно. Таких людей лучше вообще. Человеку можно только предложить. То, что даже воду он не пьет. Все, уже не надо ничего там людям. Прошел век, когда мы начинаем навязывать человеку. Нет, я не про то говорила. Вот в интернете был один пример одного американского пациента. Не помню, какая у него болезнь тяжелая. И хвалили этот препарат, он его принимал, ему было хорошо. А потом вдруг пошло опровержение, критика пошла на этот препарат. И он сразу, то ли умер сразу, то ли ему сразу стало плохо. То есть это действовало как плацебо, получается. Именно. Потому что даже вот фармпрепараты, когда испытания ждут клинические, там Да, есть плацебо плацебо-контроль есть. обязательно. Да, конечно. А можно я отклонюсь ваш разговор? У моего мужа Борис Викторовна. Она у него уже официальная инвалидность даже уже 22 года, и он начал принимать вот эти капсулы только потому, что я ему говорила. То есть он курить он не бросил, зарядку он не делает. По поводу того, что принимать воду или не принимать,
Мы постоянно с ним ругаемся. Он делает перерыв. Вот сейчас он уехал на рыбалку, он капсулу с собой не взял. Но дело в том, что у него все равно есть результат. У него есть, он очень сильно изменился. Я вам покажу фотографии. Где вот он был осенью, это был ноябрь месяц, да? И какой он сейчас стал. Он очень сильно изменился. То есть этот продукт все равно работает. То есть у него заболевание у него системное, или потому что напором он стал. Он стал пить, он принимает только потому, что... Болезнь Бехтерева – это неизлечимое заболевание, приводящее к ранней инвалидизации и ранней смерти. Да. У мужчин это очень злокачественно проходит. Да, и вот у него глаза, у него там периодически, кстати, глаза воспалялись, у него левый глаз, ему все время было больно, он капал в глаза. И вот, может быть, потому что он пил мало воды, у него было обострение, ну, уже, по-моему, месяца 2, да? Он говорит, у меня глаз не болит. Ну и в течение года принимала, да? Еще года нету. Еще года нет. Нету года, получается, он принимает 8 месяцев. И утренние, и вечерние капсулы, да? В основном сейчас утренние, вечерние тоже принимаю. Я вам покажу фотографии. Вот он, только потому, что я говорю. Хотя у самого мотивации не было, это ваша Нет, мотивация. не было мотивации, не было вот никаких этих. Ну, а примеры на животных? Капсулу А животным да, дают. кстати, на животных. Да, но на животных вообще даже курицам дают. Даже курицы встают. У меня курица хромает. Вот, у тебя есть Через неделю уже живая. на ком проэкспериментировать. Мотивация есть. Вливают, шприцом разводят и вливают. И собачкам также. Да. То есть на собаках уже на У меня кот. отец, кстати говоря, у меня отец доктор исторических наук, профессор, может, Никита Ильич Архипов слышали? Археолог, один из первых. У него ученик, это Анатолий Николаевич Алексеев, его ученик. Он друг Мочанова, Ну, корректно, значит. заклятые подруги. Я ему дал капсулы, а он был на 3 ингаляторах. Он 40 лет страдал от бронхиальной. Ну, он скепсис же. Обычно родные вообще не принимают. Для меня это была беда. Ну, обычно, ой, как бы неприятно. Родным обычно вообще не верят. Я для родных Вообще родных не рекомендуется. Ну, я сейчас авторитетом стал благодаря капсулам, а до этого, ну, когда они болеют, я с больницы же прихожу, у меня там что-то, иди! Ну, обычно неприятие такое, да, еще дома в лазарет устроит, хочется же отдохнуть иногда, да, от своих родных особенно. Полечили. Я ему дал капсулу, он так, скептично, так, да, ну, пропил, созваниваемся, он молчит, не молчит. Потом я говорю, пап, ну, это, ты же капсулу, ну, пропил, говорит, ничего. Чего? Ничего. Ладно. Ну, хуже не было. Я думаю, слава Богу. Потом он такой, слушай, говорит, трухлявая твоя медицина официальная. Я говорю, в каком смысле? Я же, оказывается, мог же без ингалятора вообще жить. Я говорю, в каком смысле? Я вообще перестал употреблять ингалятор. Полностью за месяц он был на 3 ингаляторах: антигистаминная крамоглин, производная крамоглицина, гормональная был, стероидный ингалятор, и этот сальбутамол, либератыг. На 3 каждый Все, день. отказался. И это при том, что официальная медицина говорит, что вторичный хобл, хронические обструктивные болезни легких, к которым относится астма, тем более 40 лет, там же идут необратимые изменения, тем более у старика 78 лет. Оно же неизлечимое, и это тоже неминуемый след. Официальная медицина так говорит, при монологии. Он сейчас вообще редко, ну перенервничает, но у меня слишком такой. Ну, дальше принимает, продолжает принимать. Да, периодически. Но я его сейчас по биоритмам рассчитываю, поэтому все-таки гериатрически. Ага, ну раз такой разговор, просто можно я про своего брата? Вот ему как, он вечерний принимает, а вот утренние, что-то говорит, ну я начал, наверное, я и утренние тоже буду. Все-таки есть какой-то риск, да, если он сразу начал? Ну, у него аутоиммунное дерматологическое заболевание. Ну, разговариваешь. Есть риск? Риск всегда есть. Риск есть, что, как там было это у нас называлось? Умереть можно даже от яблочного повидла, положено не в ту голову. Ну да. Ну, сверху кирпич может упасть. Да. Нет, риск любой есть, потому что, во-первых, вот смотрите, да, ваш брат, он леченный, перелеченный. Очень много фармпрепаратов применялось. Да. Естественно, на каждое воздействие, на каждое чужеродное вещество организм вырабатывает определенные антитела. Это иммунитет работает так.
это уже загрязнение идет, аутоинтоксикация или гомотоксикоз, да? Поэтому он может среагировать на любой компонент. И непонятно, как И среагировать. непонятно как среагировать, и на что. Поэтому, ну, я думаю, что с малых доз можно в любом случае начинать. Ну, это самое, вы говорили только вечерний, но что-то они, самые утренние тоже будут говорить по поводу. Но он хочет быстрого результата. Мы все Нет, хотим, но он психология читает отзывы в такая. интернете, говорит, а там некоторые пишут, что Интернет что это не- это помойка, я знаю, что положительные отзывы это подделанные, подкупленные типа. Нет. Это смотря, это ваша установка. Если мы смотрим мир подкуплен, ну, нам, вот смотрите, да, если я ожидаю чего-то, боюсь, да, я то и получаю. Это закон дуальности. Я понимаю. Это вселенная так работает. Ну, потом конкуренции между этими разными компаниями БАДов, наверное, есть, да? Одни не хотят, чтобы у других был успех. Есть такое, да? А как же? Наша Конкуренция компания есть. самая лучшая, а та так себе. Конечно, конкуренция это есть прогресс. На самом деле нормально. Главное, чтобы грязные методы не использовались. Мы в этом не принимаем участие. В принципе, я же не только в этой компании живу. Поэтому я просто вот в этой компании, когда я не имею права сравнивать. Действительно упаковано очень удобно. Это американский подход, я же говорю, да? Слишком рациональный, даже слишком удобно. Слишком даже не верится, что так может быть. Одинаково всем подходит, утром и вечером. Времени все равно ни у кого нету. Потому что есть же вот эти другие компании, которые нужно каждые 2 часа, 3, та же гомеопатия. Но это очень сложно. Да, эффективно, но сложно. Вряд ли кто там это. Не, ну Чиньши тоже хорошая компания там вот. Я не спорю. Да. Каждая компания хороша. Но как долго Нет, они это можно я- разрабатывали, интересно, извините. Долго они работали, чтобы прийти к этой капсуле? А какая разница? Главное, пришли. А какая Если вы разница? хотите, да, даже вчерашний капсулу можете кушать. Я, например. Вот смотрите, да, компоненты, которые пришли в эти, которые заключили в эту капсулу, да, очень много из аюрведы, я же анализировал, очень много с традиционной китайской медицины. И очень, вот это вот, в общем, вот весь пласт традиционной восточной медицины они собрали, и даже собрали вот с этих, с бразильской, вот с Африка, вот буквально, я вообще настолько много этих компонентов, при этом нужно же вот эти компоненты, чтобы они работали в синергии. Да, Знаете, да, что такое Ну, синергия? да, конечно. Потому что многие компоненты будут гасить друг друга, а это очень тонкий подход. Да, согласна. При этом спрашивают, почему такой маленький капсуле все якобы влезает. Наверное, там есть какой-то секретный компонент. Технологически Возможно, есть это- секретный компонент, опять же не спорит. Но я считаю, что он безвредный, и в конце концов никто не отменял нанотехнологии. Когда мы можем настолько мелко дисперсно раздробить любое вещество до атома. Есть такие технологии. Не нагревая вещество. И, естественно, когда мы такой дисперсности достигаем, такой вот настолько, ну вот как атом, как алмаз, да, алмаз же как большой атом же поступит. А если мы его расщепим, там тонна графита получится. То же самое. Все А сжато. авторы этой компании, они в этой сфере работали, вероятно, может, и в других местах. Ну как они такое чудо составили? Ну, производители, Это выходцы- производители из Тайваня, это мне уже многое сказали. Ага, и там авторы выходцы некоторые с Востока, да, получается? Ну вот это производитель приезжал же. Ну они Он уважили, там. это большой прорыв. я Ирина считаю. тоже производитель, что не только А косметика. почему они именно в Иркутске ищут? Это вот наш президент Почему? Андрей Лучше Шауров всё же пригласил, Состав там большое один. мероприятие, и он пригласил их в Иркутск, потому что он сам у нас иркутянин, наш президент, и он их пригласил вот поэтому в Иркутск, и там большое вот это мероприятие. Там 4 месяца. Вот это было, это есть, да? Да. Да, даже так, да. Даже так А можно посмотреть? Можно посмотреть. Ну, я просто никуда не выкладываю, ничего нет. Не знал, что я его фотографирую. Стимулятор стоит. Ну не надо себе, чтобы не заводить. Нельзя пользоваться аппаратом Дэнс. Вот, и она спрашивает, как капсула будет реагировать, можно ли, да? Вот, я так поискала отзывы, на кардиостимулятор стоят. Сколько лет, и так получается нарушение ритма кровотечения и искусственного ритма поставили. Ну, наверное, потому что я не знаю же этого об этом человеке, ничего просто не Это вот спросила. до- Вот когда ставят кардиостимулятор, да, у сердца два ритма. Патологический ритм, который нарушен собственный. Сердце То, что человек не верит. И там ставится кардиостимулятор, который подает Плацебо сигнал. никак не Кардио сработает, да? 60 раз. Продукт работает. Ну там надо
Я считаю, Даже что не может. верящего человека. Только с очень малым дозой, потому что вот эта парасимпатическая, которую вот я же рассказывал, возможно, он симпатия и Нет, нет. ну, в любом случае от малых доз. Извините, вы не запишите, как я зайду вот на это, Такие переданы. вчера была. Прогуле смотри, да? Там как бы Сейчас мы после встречи. если он Вас нормально кто стоит, пригласил? стоит, там ничего там, контакта нет, хули, батарейка не села, то вы тоже узнаете. Татьяна меня пригласила на Закарну. Спокойно. А какое значение имеет? Степанова. Посмотрите, а? Все, я поняла. Я вам дам сейчас ссылку. У меня вот получается перерыв. Потому что раздам, потом занимаюсь. Так, ну что, по результатам будем рассказывать? У нас же новички, давайте расскажем Ну, я результаты. рассказал про свой результат. Да, вот Раз, Максим. свой личный результат. Гуля, Ну, мне же видно. Да. Цветет. Гуля, ты у нас яркий пример нашего продукта. Иди сюда, рассказывай. А вы тоже Можно я? Можно. Ну, естественно. Я с мая месяца принимаю прошлого года. Ага. Вот сейчас Гуля нам расскажет. Я весил 80 килограмм. У меня был хронический панкреатит, потом я лежал в реанимации у себя, сам себя лечил. Отечная форма, у меня чуть панкреатит, не случилось, это страшное заболевание. От этого умирают молодые мужчины обычно. И как панкреатит сейчас? Все. Гуля, давай мы тебя слушаем. Мне 47 лет. Я 6 лет назад. Ну вот каждый раз вот так. Ничего, ничего. У нас новенькие. Ничего. Давай. Ну вот 6 лет назад у меня случился инсульт. Я думала, инсульт бывает только у стариков. Ну потому что у нас же так же было. В деревнях, например, да, с инсультом умирают, с инфарктом умирают только старые. Но молодежи про такого не было. Ну я не думала, что... Но у меня давление было всегда тогда 190, 100, 180. Мне там... Я к терапевту ходила, но меня никто не говорил, что у меня будет инсульт. Ну, они же тоже не будут говорить. Да, что да. Послезавтра, да? Да. Ну, у вас Ну, микро, наверное. У меня была аневризма, оказывается. Аневризма у меня лопнула с левой стороны, и с правой стороны у меня тоже была. Я не знаю, там каких размеров было, но у меня год за годом 3 раза на сосудистых. Ну вот 96-й, когда случилось, я даже уже забыла. Ну вот когда левая сторона лопнула, у меня операция была РБ-2, потом через год правую сделали в медцентре, и потом через 3 года, ну вот 3-й год сделали вот здесь. Мне сказали, что у меня там тромбы или что там. Может из-за этого, может из-за этого я это уже не стала там расспрашивать, потому что я уже живая вышла и все, на этом забыла. Но при этом у меня, когда первая операция была, лопнула вот эта аневризма, у меня отказала вот эта вся сторона левая. Да, инвалидность сделали, но через 3 года меня вывели с инвалидности, потому что надо было, оказывается, еще в больнице ложиться. У меня ребенок маленький был 2 года, он в садик еще ходил, и дочка тогда еще в школу училась. Ну, мне некому было оставлять детей, поэтому вроде бы работала, так и работала. Потом с инвалидности меня вывели. Ну, сказать, сейчас кому-нибудь говорю, что я была инвалидом, что у меня аневризма, что у меня инсульт был, они все говорят, а почему тебя вывели? Ну, видимо, здоровой уже стала. Но при этом у меня слабость, вот эта левая сторона все была. Я с трудом ходила, автобус для меня была вот такой шок, каждый раз садиться. У меня поликлиника была как место жительства постоянно. Анализы, я уже до того анализа изучила свои, что я уже вот так одним взглядом уже видела, что у меня тромбы столько, что у меня холестерин столько, что у меня сахар столько. Можете консультироваться с ней. Да. Ну вот, интернет все там выискала, все просмотрела. Ну, все равно слабость была, пока Туяром вот эта капсула не нашла. Потом я все равно скептически же на нее смотрю. Потом у меня боязнь была, что опять же 2-й инсульт будет у меня. Потому что мне сейчас сказали, еще 3-й есть. Но что-то она пока у меня не выявляется. И при этом я вот в страхе всегда держу. И вот каждый год я сдаю себе анализы. Я в первой поликлинике сейчас отношусь, у меня там карточка есть, по полгода я всегда анализ сдаю и вот смотрю. В прошлом году, в сентябре, я весила 91. Потом через полгода у меня было прямо такое 84. Я прямо такая прыгала. Я думаю, сейчас похудею. Оказывается, потом я сейчас анализ сдаю, у меня анализ сейчас все идеальный.
Вплоть до того, что я не поверила, пошла в спецполиклинику, и там сдала вот сейчас недавно, я уже результаты все получила. И там маммотерапию, там и вот это все пошла. У меня все хорошо. Вплоть до гинекологических, вплоть до щитовидки, у меня все. У меня там прямо вот такой здоровый человек. А холестерин? Холестерин в норме. У меня сейчас все в И норме. раньше был в норме. Да. Даже и при аневризме у меня была норма, нормальная. То есть вы аневризму вовремя оперировали, Пока не лопнула. пока не лопнуло. Да. Это у меня, видимо, то, что я вот попала и живу в Якутске, поэтому у меня, наверное, экстренно так и видно. Например, в деревнях, которые аневризм лопнула, они же не выводят. Конечно, Да? 2 года там. Да. Не успели бы вывести. Да. Потому что, говорят, там оперативно надо спасти человека только через 3 часа. Ну, про третью я сейчас пока забыла, потому что у меня и невролог, и говорит, и терапевт, вот, у тебя анализы никаких показаний не дают. Вчера спрашивала Марта, они сказали, только по показаниям. И все. Я на этом успокоилась. А вы врачам рассказываете, что вы чем лечились? От чего вас такие? Я говорю. А еще не говорят? Ничего не говорят, потому что они с этим, видимо, еще не ознакомлены. Это же потом надо сидеть, вот так же опять долго-долго рассказывать. А сами знаете, у нас в очередях 15 минут там, да? Книга там много не расскажет. Да. Сейчас ну, еще результат у меня, то, что, ладно, сейчас вот про себя сегодня думаю, ладно, говорю, это мои результаты, да, при себе. Уже эгоистом уже стала, видимо. Я говорю, в интернет есть, можете в интернете все посмотреть. У нас у всех ссылки можем отправить, да, там Академия Успех, там все рассказывают. И там все результаты, все, у кого там есть, все хорошо рассказывают. У нас результаты я уже не боюсь, я могу смело вот так рассказывать. У нас у всех есть результаты, нет? И главное, самый большой у меня результат, у меня начали темнеть волосы. Да. Я уже специально не крашу. Время спять пошло. Видимо, да. Но мне Всегда, всегда мы с ним познакомились, она седая. седая была. Даже я вот когда вот так стригусь, ну, да, после пострижки я тогда перед парикмахером говорю, вы, говорит, ничего не замечали? Она говорит, нет. Я говорю, если, говорю, вот 47 лет, вот никого черных волос, наверное, у кого нету. Ну, может быть, есть людей. Но у меня, вот, если вот так посмотреть, если вот эта вся седая сторона, да, и тут вот так по краям у меня начинают волосы черные. Она вот так посмотрела, вот недавно я. Она говорит, да, вот верно, у вас уже вот черная полоса будет пошла. Ну вот с которыми, с седыми волосами, да, вот, значит, у нас не так много, у нас у Людмилы, когда вот на той презентации, я ее упустила, надо было снять фотографию. Да, 72 года у нее тоже волосы чернеть. Да, вот да, начинает затылок, у меня начали затылка. Это я вот даже вот это через 3 месяца пошла, ну каждый раз парикмахер одной хожу, а потом она говорит, Гуля, говорит, у вас черные волосы растут. Нет, я не поверила. Я сидела, еще подшучивала, говорю, нет, вот по одной сидела, красила. Потом домой пришла, вот с Ярой вместе начали там исследовать, там смотрели. Она говорит, да, точно, говорит. Потом, сейчас у меня практически уже, я считаю, что у меня черные волосы отрастут. Вот здесь, где вот трепанация сделала, вот это только сторона. Вот. Даже я вот как в шахмат себя хожу. Там чернеет, здесь только вот седина стоит. Считается, что ранняя седина, она генетически заложена. Да, у меня брат с 4 класса весь седой. У вас генетика поменялась, что ли? Наверное, да. Генетика может поменяться, кстати говоря, Ну, оказывается. генетика это какая-то программа заложена в организм. Как эту программу поменять? Это не 100%, кстати говоря, то, что там генетика заложена. Сейчас наука называется эпигенетика. Ну, сейчас. Если- И насчет результатов моих домашних, например, да, вот старшая сейчас студентка во втором курсе учится на строительной. У нее анемия была. Анемия полностью прошла. Мы сейчас и после менструации сдаем анализы, после этого сдаем анализы, как вот врач говорит, все равно меняется. Вроде бы нормально. У нее сейчас и настроение все сейчас улучшилось. Она как ребенок, когда сидела, всегда мерзляка была, настроения не было, ни с кем не хотела разговаривать. Слабость. Да, слабость. А сейчас у нее совсем другой настрой. Притом еще самое интересное, она стала любить рыбу. Раньше вообще даже запах не переносила. Сейчас хочет рыбу. Видимо, уже вкусовую. Я Еще не привычно. Да. У нее гайморит был, видимо, скрытый, и то, что я внимания тогда не обращала. Ну, вот как подросток, есть подросток, он всегда вот такой легкий, такой этот.
А сейчас она, говорит, идет в магазине, вот так, сахар, говорит, пахнет. Вот этот сахар не берем, который похуже мы сахар уже не покупаем. Я специально ее вот так вот. Сахар пахнет, что ли? Да, вот оказывается пахнет. Сахар пахнет. Впервые слышала. Да? Которая есть там. Я раньше Значит, у меня слышала, до того такое, видимо, вкусовое. У нее очистился организм, поэтому вот это рецепт очистился. Я даже вот тогда, я в многоквартирке живу, я вот захожу к соседям, если у кого есть тараканы, я уже чувствую. Ага. Таракан пукнул, да? Наверное. А малому 9 лет, он сейчас во 2 класс закончили. Ну, ребенок как ребенок, воду не пьет, конечно, но сейчас у него, видимо, сознание уже другое поменялось, и он начал вот так, я капсулу ему дают, это тебе на 3 дня, он сознательно пьет и пьет. Ну, вроде бы, зато он перестал сейчас кушать, он не хочет. А раньше как холодильник у нас как это было. Закрывает, открывает, закрывает. Если там колбаса, он вообще не отходил. Сейчас у меня палка колбасы там лежит. Вот удивительно. Самое ценное, что вкусовые привычки меняются. Без насилия отваливается само. Мы в магазин заходим, натуральный сок, и он вообще не смотрит. Мы уже забыли, что такое чипсы, мы уже сухарики не ел. Без запретов. Да, без запретов. Мороженое, да, вот так летом по городу гуляем, говорит, только ленинградское, он говорит, только настоящее. Ага, вот с властью не покупаем. То есть Потому молодым, что уже- почти здоровым девочкам можно этот препарат принимать. Да. Потому что вот она же как овощи, да, это. Ну вот как второе питание они с собой таскают. Потому что студентам, вот она в 6 часов оттуда выезжает, ну, по Белорусскому тракте живет. Пока она приедет до 4 часов, у студентов всегда же денег нет. Ну, я не запрещаю, ей, конечно, на обед даю деньги, но при этом она зато себе вот этот копит деньги. Ну, вот ей по 150 день даю, она вот так 150 целиком домой принесет, зато капсулу вот так по половинке пьет. Ей понравился детский продукт. Очень хороший говорит. Я, говорит, мама попила, говорит, мне сейчас не хочется. Ну, здесь, я не знаю, я на вышке не училась, конечно, но то, что она вот как она учится, да, я, например, вот так не дружила. До 4 часов утра сидит, потом 6 часов вот так переодевается и едет учиться. Это для студентов очень хороший, оказывается. При этом она всегда, даже на велосипед у нее постоянно был, велосипед у нас стоял, заржавел. Этим летом она вот спокойно, у нее, видимо, энергии или то, что она... Угу. С Вилюйского тракта она сюда едет, да. Она уже не боится, она раньше даже вот там гостям кого-нибудь отпадну, кого-нибудь, да, что-то там занимает. Она говорит, нет, я не пойду. Я боюсь, и все. А теперь у нее такого страха нет. Или то, что, может, она выросла, подросла, да, но то, что уже не анемия вот это, может, я думаю, вот влияние вот этого. Сил не было. У нее сейчас силы. Ну, не хотела. Сейчас у нее настроение совсем У изменилось. нее даже страхи ушли, получается. Сейчас у меня вот так страха даже перед 3-й аневризмой у меня нет. Я знаю, что у меня Не оно будет, случится, не да, потому будет. что я профилактику уже прошла, и потом вот так думаешь, да, ну, например, ладно, мне уже по 50 лет, я рожать уже не буду, я уже наследство уже выводить не буду, я сознательно даю детям, потому что у нас наследственно сосудистая болезнь. Если бы у меня папа по аневризму умер, у него сосудистое у всех есть, у всех давление, кого не спроси, по мужской линии у всех давление, поэтому я сына вот так пихаю, чтобы у него... Я не хочу, говорю, я им сознательно говорю сейчас, вот по прямой говорю, я не хочу, говорю, больных внук. Я хочу, чтобы у меня здоровый потомство. Я поэтому из-за этого только даю. Ну, не только из-за этого. И по финансово у нас хорошо пока сейчас. Я... Ну, зарплата уборщицы это 24 тысячи. Ну, считайте, да, вот так за лето сколько у меня вкусненько получилось. Я за все лето спокойно. Так что финансово это тоже очень хорошо. А вес почему-то у меня прибавилось. 83 было. Сейчас у меня за 2 недели 4 килограмма плюс. Вчера было, смотрю, 89. Но при этом я, например, по утрам скандинавских ходьбу не бросила. Главное самочувствие. Да, да. У меня настроили, я 5 часов каждый день встаю, системно, оказывается, вот тогда. Или то, что вот
Она учит порядок, вот так, в 5 часов обратно каждый день стоять, зарядку делать, воду попить. Ну, у меня, например, я вот так считаю. Это значит, надо... Что-то вот так изменилось, может быть, да? Но при этом у меня то, что самая плохая привычка, я еще не бросила. Я пока впереди. еще курю, я не скрываю. Все впереди. Вот эта честность, вот, Да. мне тоже очень нравится. Конечно, да. А что скрывать? Какие Конечно. есть? Нет, взрослые люди, что тут? Ну, потом Есть. сегодня деду говорю, что мне плохо А ну-ка, стало. смотри, Да. вот сегодня плохо стало, Да. заметила сама. Я покурила, сейчас вот как перед заходом, я поэтому рано шла. Мне как-то плохо стало. Я потом думаю, а что правда, что я же, например, да, вот капсулу пью, чем-то оздоравливаюсь, и при этом сама же себя травлю. Ну, я же вред знаю, что там курево, да? Там углеродное вот это отравление, вот это все есть. Но тело уже дает сигнал, что не Да. нравится. Ну, не нравится. Раньше, прямо когда я заболела, я моментально за день бросила. Ну, 4 года я не курила, потом уже начала курить. Ну, видимо, или организм уже очищается. Конечно, очищается. Да? Сколько мы болели вот это мозолями, видимо, она лежала, она тебя сканированием вот так убирают. Я вот 2 недели не попила, со вчерашнего дня начала пить, у меня опять начала чесаться. Вот у меня обострение именно через позвоночник, видимо, что ли, да? Опять начинает это, но то, что желудок, вот это у меня все уже не беспокоит. У меня же это очень хорошо сейчас. Под целой пьете, да, капсулу? Сейчас вот по целой же. Но при этом я от давления капсулу не пью. Ну вот таблетки не пью. Ну вот так. Так, молодец. Ну так, что планомерно перешли? Кому-то про акцию надо рассказать, что какие моменты акции у нас было? Все просохает. Все просохатило, да?